في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدي. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Господу миров. Благоприятным будет исход для богобоязненных. И нет вражды, кроме как с нечестивцами. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, одного, у которого нет сотоварищей, покровитель праведных рабов, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, его избранник из творений и его любимец, господин первых и последних, печать всех пророков и посланников, предводитель благородных и счастливых. О Аллах, благослови его, его семейство, его жен, его сподвижников, благородных и благочестивых, и тех, кто искренне следовал его пути до судного дня, а затем. Дорогие братья в Аллахе и сестры в Аллахе, воистину я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы Он собирал нас всегда и все время в этом мире для служения Ему. И в мире ином, в раю, с пророками, правдивыми, мучениками и праведными, как же прекрасны эти спутники. Я рад вновь приветствовать вас в цикле передач «Под тенью престола». Это 18-я встреча из этого благословенного цикла передач. Я напомню хадис, который послужил поводом для всех этих передач. Передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: есть 7 категорий людей, которые получают убежище под Господней тенью в день суда, когда не будет никакой другой тени, помимо его тени. Это будут справедливый правитель, юноша, который провел свою юность в почитании и служении Аллаху, и тот, чье сердце было постоянно приковано к мечети. 2 любящих человека, которые возлюбили друг друга во имя Аллаха и которые соединились ради Него, а потом ради Него расстались. Также тот, который был приглашен на греховную утеху богатой, красивой женщины, но отказался, говоря: «Я гнева Господа страшусь». И тот, кто дает милостыню в тайне, не выставляя это на показ, так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. И тот, чьи глаза проливаются слезой припоминания Аллаха в уединении. О Аллах, пусть мы окажемся с ними. О Аллах, причисли нас к ним. О Аллах, дай нам всем убежище под Твоей тенью в день суда, когда не будет никакой другой тени, помимо Твоей тени. Последнее, на чем мы остановились, это 6-я категория людей из этих 7. Мужчина, который дает милостыню в тайне, не выставляя это на показ, так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дает милостыню так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. Преувеличение. То есть имеется в виду, что если человек дает милостыню так, чтобы левая не знала, что творит правая, то он тем более скроет ее от своих братьев, своих детей, жены, и это здесь понимается недословно. То есть это иносказательное высказывание, что милостыню нужно давать скрытно и тайно. Затем мы вкратце поговорили об этике милостыни, о видах милостыни, о ее достоинстве и остановились у вопроса, что есть этика подаяния милостыни или в чем заключается этика раздачи милостыни.
Это и будет темой сегодняшней передачи. Этика раздачи милостыни. Что из себя представляет этика, которую нужно соблюсти при раздаче милостыни, чтобы Господь миров принял ее своей правой рукой и чтобы выращивал ее для нас подобно тому, как любой из нас выращивает своего же ребенка, чтобы мы нашли ее в мире ином, подобной по своей величине горе Ухуд, или больше, чем добрые деяния. Какая же милостыня принимается? Как нам ее давать? Что нам нужно сделать, чтобы наш Господь принял от нас милостыню? Первым пунктом этики раздачи милостыни, которая примется Господом, это то, чтобы эта милостыня была из халяльных средств. Господь миров добр, любит творящих добро и принимает только добро. Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит: «О те, которые уверовали, делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что мы взрастили для вас на земле. И не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза». О рабы Аллаха! Воистину мы даем милостыню ради Аллаха. Так раздавайте же милостыню из приобретенных благом средств. Если собирать запрещенные деньги, затем строить мечети, это дело не принимается Всевышним. Как и получение процентной прибыли, а затем совершение хаджа этими средствами. Наш Господь добр и не принимает ничего, кроме добра. Получать деньги за счет музыки, фильмов, после чего делать их средствами милостивого, не следует. Чтоб наша милостыня принималась, о рабы Аллаха, эти средства обязательно должны быть заработанными дозволенным путем. Приобретенное должно быть благим, как нам приказал Господь всех миров, добрый, который любит творящих добро. В хадисе, переданном муслимам, приводится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всемогущий Аллах добр и принимает только добро». Итак, первое же условие, что указывает на то, что милостыня принимается, это чтобы она была приобретенной дозволенными средствами. Далее, давать эту милостыню нужно из лучшего, что мы имеем из этих приобретенных дозволенным способом средств. Если хочешь дать милостыню в виде одежды, то давай новую одежду, а не старую. Давай новую одежду, а не старую. Давай лучшее, что у тебя есть. Хочешь дать милостыню в виде еды? Давай самого лучшего и вкусного, что у тебя есть. Давай самое прекрасное, что ты имеешь. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Говорит царь всех царей, описывая обитателей рая: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней». Они дают вещи, которые любят, самое ценное, что у них есть, самое дорогое, чем они владеют. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. То есть они не дают пищу, которая вот-вот испортится и покроется плесенью. Или ты даешь в качестве милостыни джелябию, мужское платье в виде длинной рубахи, которое у тебя осталось со времен депрессии 67-го года. Нет, я хочу новую рубашку. Хочу новую одежду. Давай самое лучшее, что у тебя есть. Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Раби ибн Хусейм, да смилуется над ним Аллах, наполнял свой карман кусками сахара и конфетами и раздавал их детям и беднякам. Его спросили об этом, и он сказал: «Поистине я очень люблю это, сладости, но ведь всемогущий Аллах говорит: вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите». Абдулла ибн Умар однажды заболел, и жена спросила его: «Что ты сильно желаешь?» Он отвечает ей: «Я хотел бы рыбу». Она пошла, купила рыбу, приготовила ее и положила перед ним. Он едва дотронулся до нее, как вдруг постучались в дверь и сказали: «Накормите нас, о рабы Аллаха». И тут Ибн Умар сказал: «О, сынок, возьми эту рыбу и отдай нуждающемуся». Жена говорит ему:
Ведь ты болеешь, голоден, и это еда, которую ты сильно желал. Я потратила дирхам за нее. Но он отвечает ей: «О, женщина, я сказал, отдай рыбу бедняку, ведь воистину Аллах сказал, вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите». И тут его сын заплакал и сказал: «Да примет Аллах у тебя, о отец». Заплакал и Ибн Умар и сказал: «Если бы я знал, что мой Господь принял у меня хотя бы одно мое деяние, я бы не желал остаться в этом мире. Знаешь ли ты, у кого Аллах принимает деяния? Воистину Аллах принимает у богобоязненных». Аллах велик. Это люди. Это те люди, которые дают милостыню из средств, приобретенных дозволенными способами, причем дают из самого дорогого и ценного, что у них есть. Таким образом, первой этикой раздачи милостыни является то, чтобы она была приобретена дозволенным способом и представляла собой одного из лучшего, что мы имеем из этих средств. Второй же этикой является не делать тщетной нашу милостыню попреками и оскорблениями. Не делать тщетной милостыню попреками и оскорблениями. Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями». Абу Хамид аль-Газали сказал: упрек в сердце – это когда человек считает себя благодетелем. То есть он смотрит на себя как на благодетеля, как на человека благочестия, богобоязненности и щедрости. Не возвеличивайся своими деяниями. Напротив, совершай добрые деяния, будучи скромным. Будь убежден, что всякая милость исходит только от Господа миров. Сторонись попреков, не делая одолжения людям, не считая свои дела большой заслугой перед людьми. И нет мощи, кроме как от Аллаха. Скажи милость от Аллаха. Подобные мысли могут сделать тщетными твои деяния. О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками. Как сказали Аль-Газали, упрек в сердце, когда человек считает себя благодетелем, а оскорбление происходит языком. Когда ты упрекаешь бедняка своим подаянием, упрекаешь его нищетой, и это недопустимо. Каждый раз, когда кто-то встречает бедняка, которому он что-то сделал, он ему говорит: «Эй, как тот пиджак, который я тебе в прошлом году привез из Саудовской Аравии? Смотри, ты не стирай его в горячей воде, будь осторожен». Ты оскорбляешь меня, брат. Каждый раз, когда ты видишь меня, ты повторяешь те же самые слова. Можешь забрать его. Еще, к примеру, женщина говорит мужу: «Ты забыл, кем ты был? Ты даже не стоил 3 копеек. Это мой отец тебя поставил на ноги. Он тебя подобрал с улицы и сделал из тебя человека». Она так постоянно упрекает его во всем. Это все делает тщетными милостыню. Это противоречит этике раздачи милостыни. Смотри, не упрекай или не оскорбляй бедняка или просящего. Послушайте же слова наших имамов. Аш-Шааби сказал: «Тот, кто не считает себя более нуждающимся в воздаянии за милостыню, чем сам бедняк милостыни, сделал тщетным, испортил свою милостыню». Если я даю милостыню, я знаю, что я нуждаюсь в воздаянии за милостыню больше, чем он сам нуждается в этой милостыне. Некоторые наши предшественники, когда к ним приходил бедняк, чтобы получить милостыню, протягивали свои ладони, положив в них милостыню. Чтобы бедняк мог взять эту милостыню, и рука его бывала сверху, а рука дающего снизу. Удивительно. Это просто удивительно. Тебе говорят: «Я хочу милостыню». Я беру и кладу денег в свою руку вот так и говорю: «Пожалуйста, бери». Тогда рука бедняка находится сверху, а моя рука дающая снизу. Айша, а также Умму Саляма, когда они отправляли прислугу с милостыни к нуждающемуся, говорили ему: «Слушай то, что он будет просить для нас». Какое дуа сделает, и когда слуга возвращался, то говорил: «Он просил для тебя то-то и то-то». Тогда она просила для него тоже, что и он. Если бедняк сказал: «Да возвеличит тебя Аллах, о мать правоверных», она говорила: «Пусть Аллах возвеличит его, да благословит Аллах тебя и твое имущество». Она же говорила: «Да благословит его Аллах». Ведь она хотела полного воздаяния от всемогущего и великого Аллаха. Фудейлю бин Аяду принадлежат прекрасные слова, которые затронули мое сердце, когда я прочитал их. Он сказал о бедняках так: «Воистину, они носят нашу провизию, то есть благие деяния в мир иной, даром,
пока не положит их на весах у Аллаха. Фудель считал, что бедняк, который взял у него милостыню, оказывает ему честь, что в этом его, бедняка, заслуга. Он даром несет мои добрые дела, пока они не окажутся на весах у всемогущего и великого Аллаха. Он говорил, да смилуется над ним Аллах, известно, что ты найдешь милость в благодеянии своего брата по отношению к тебе, когда он берет у тебя милостыню и просит именно у тебя, потому что если бы он не попросил у тебя милостыню, ты бы не получил воздаяние. Также, когда он выбрал именно тебя, чтобы обратиться с просьбой о помощи, он желал тебе добра, хорошо думал о тебе, и это похвально и заслуживает благодарности. Кто так делает? Удивительно. Суфьян ас-Саури говорил, когда видел просящего бедняка, обрадовавшись, он говорил: «Добро пожаловать, о тот, кто пришел стереть мои грехи! Добро пожаловать, о тот, кто пришел стереть мои грехи!» Итак, первой этикой раздачи милостыни, о мусульмане, является то, чтобы она была получена разрешенным способом. Второе, нужно давать самого лучшего. Третье, давать без попреков и оскорблений. А четвертой этикой раздачи милостыни является то, чтобы давать ее быстро, считать ее незначительной для себя и давать ее тайно, то есть скрытно. Поспеши с ее раздачей, считай ее незначительной и делай это тайно. Кто-то сказал: оживи доброе дело, придав его забвению, и сделай его великим, придав ему незначительность для себя. Щедрый человек делает добро и тут же забывает про него. Оживи доброе дело, придав его забвению без какой-либо показухи, и сделай его великим, придав ему незначительность. Сколько бы ты ни делал добра, ты останешься в долгу перед Господом миров. Сколько бы ты ни молился, ни раздавал милости, ни совершал хадж, ни строил, ни передавал знания, что бы ты ни делал, клянусь Аллахом, все это не сравнится и с мельчайшей милостью, которой Аллах тебя наделил в этом мире. Ты в долгу перед Аллахом. И тот, кто дал тебе силы творить добрые дела, это Аллах. И за все эти благие деяния тебе нужно благодарить Аллаха, свят Он и велик. Итак, первое – это поспешность в предоставлении милостыни. Саид бин Ас сказал: Аллах не так высоко ценит доброе деяние, если ты ждешь, чувствуя, что раб Аллаха нуждается, пока он тебя не попросит. Еще до того, как твой брат придет и попросит у тебя, ты должен чувствовать, что он нуждается, пойти к нему и сказать: на, возьми, брат. Если ты даешь уже после того, как он пришел к тебе, то, как говорит Саид бин Ас, такое деяние не столь достойное. Почему? Потому что ты даешь ему только тогда, когда он приходит и говорит: дай мне, пожалуйста. Он приходит к тебе униженно, робко, дрожа, весь в поту, сомневаясь, получит ли он то, в чем нуждается, или вернется в позоре, униженно. Он никогда не оказывался в таком положении и никого не просил. Он был человеком скромным. Однако положение вынудило его на это, и он даже не может поднять голову от стыда. Не находит себе места, говорит: да продлит тебе Аллах жизнь. И вот ему наконец-то дают, но только потому, что он пришел к нему в таком жалком и даже унизительном для него положении. Этика милостыни является поспешность в ее предоставлении. Лучше отдать нуждающимся прежде, чем он попросит. Ты должен чувствовать, что переживают твои братья. Один говорит своему товарищу: воистину я люблю тебя ради Аллаха. Другой ему говорит: ты врешь. Если бы ты любил меня ради Аллаха, у твоего коня не было бы уздечка из золота, тогда, когда я не имею ничего, кроме порванной одежды. Ты врешь. Как ты можешь любить меня ради Аллаха? Смотри, я хожу босым, ношу порванную одежду, хожу голодным, утопая в долгах. А на твоем коне уздечка из золота. Что же это за любовь? Итак, этика принимаемой милостыни является поспешность ее раздачи и преуменьшение ее значимости. То есть считать для себя ее незначительной, сколько бы ты ни дал добра, принимать его за ничтожное и давать милостыню тайно и секретно. Пятой этикой раздачи принимающей милостыни является искренность.
Всемогущий и великий Аллах говорит: «О те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество ради показухи. Тот, кто делает милостыню для показухи, его милостыня является тщетной. Первым, кто войдет в огонь, будет тот, кто расходует из своего имущества, желая, чтобы Всевышний Аллах наделил его имуществом за это. И когда в судный день он предстанет перед Всевышним со своими деяниями, Аллах напомнит ему о своих щедротах по отношению к нему. Он признает и сознается в этом. И Всевышний Аллах скажет ему, как передается в достоверном хадисе: «И что же ты сделал с милостью и имуществом, которое я тебя наделил?» Он скажет: «О мой Господь, я расходовал из своего имущества на все то, что ты пожелал. Я строил мечети, больницы, расходовал на сирот, на вдов, на бедных, на студентов и так далее. Я израсходовал миллионы. Я буквально летел туда, где можно было расходовать ради Аллаха, во всевозможных областях». И ему скажут: «Ты солгал. Воистину, ты расходовал только для того, чтобы тебя называли щедрым и великодушным. Ты лицемер. Ты хотел приобрести этим славу. Ты хотел, чтобы люди отзывались о тебе высокой похвалой». Ему скажут: «Ты же получил должное в дуне», а затем поволокут лицом вниз в огонь. Да упаси нас от этого Аллах. Спаститесь от огня, проявив искренность. Спаститесь, проявив искренность. Клянусь великим Аллахом, любое дело, которое совершается не ради Аллаха, не принимается. И такой искренний человек в ахирате обнаружит свое дело брошенным на ветер. Наш Господь говорит: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники». Шестая этика подачи, принимаемой Аллахом, милостыни заключается в том, что ее надо давать тому, кто очищается ею, то есть приносит благо для религии Аллаха. Кому же ее давать? Нужно давать богобоязненным, всецело посвятившим себя ахирату, последней жизни, стремящихся к лику Господа миров. Допустим, я даю милостыню в размере 100 гиней, молящемуся и не молящемуся. И тот, и другой бедны. Так кому же мне следует дать? Молящемуся. Женщина закрытая и женщина не закрытая. Обе они сильно нуждающиеся. Кому мне давать? Конечно же, той, который соблюдает веление Аллаха. Курящий мужчина и не курящий. Первый берет милостыню и в большинстве случаев приобретает на эти деньги табак. А второй идет и покупает себе еду. Я должен дать второму, который сторонится грехов, стремится к лику Аллаха, субханаху ва тааля. Это именно тот, кто очищается ей. Абдуллу бин Мубарака однажды порицали по поводу того, что он расходует из своего имущества в других городах, а не в своем городе. И он сказал: «Я знаю народ, обладающий достоинством, правдивостью, который изучает хадисы и преуспевает в этом, и они нуждаются в материальной помощи. Если мы ничего не предпримем, их знания ослабеют, а если мы их поддержим, то они будут распространять знания для уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мне неизвестно дело, которое более предпочтительно, чем распространение знаний после пророчества». Ибн Мубарак обладал проницательностью. Он подает милостыню студентам, способным, толковым, преуспевающим, чтобы они могли купить себе книги и изучить религию, а потом обучать умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Удивительно, что порой мы видим человека, который построил и, возможно, потратил миллион или 5 миллионов. А потом приходит имам, другой человек обучает людей, третий читает проповеди людям. И когда его спрашивают, какая зарплата имама, он говорит тебе: «Я назначил ему 500 гиней в месяц». И второму, кто обучает, читает проповеди, проводит лекции, пусть ему тоже будет 500 фунтов, как и имаму. Брат, ведь ты израсходовал на мечеть 5 миллионов. Ты даешь первому 500, сделай второму хотя бы 1000 фунтов. Как ты хочешь, чтобы он обучался? Как он будет обеспечивать свою семью на 500 фунтов? Покупать одежду, тратить на книги, на лекарства и так далее. На что он купит книги, как он будет учиться? Как он будет распространять знания умме пророка? Да благословит его Аллах, приветствует.
Это, вне всякого сомнения, нехорошо. Этикой подачи принимаемой милостыни является то, чтобы подавать ее тому, кто очищается ею, стимулирует процветание и прогресс, подавать тому, кому она приносит пользу. Седьмой этикой подачи принимаемой Господом милостыни является то, чтобы давать ее человеку, который скрывает свою нужду, не дает знать о своей нужде, и который никак не жалуется на свою бедность. Именно им и полагается давать милостыню. Бедный не тот, который имеет кусок или два куска хлеба, или несколько фиников. Нет, настоящий бедняк тот, который весь в долгах и не ест ничего. И когда его спрашивают, как у тебя дела, он отвечает, все хорошо, слава Аллаху. Лучше не бывает. А у него даже нет ничего поесть. И когда ты ему даешь милостыню, он ведет себя, как будто бы ты его убиваешь, пока не возьмет то, что ты ему даешь. Это тот человек, о котором Всевышний Аллах говорит. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам. Они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Они не выпрашивают настойчиво, надоедливо. Они не скажут тебе, у меня это, у меня то, случилось так-то. Нет. Ищите эту категорию людей. Им на самом деле полагается милостыня. И это люди, заслуживающие милостыню больше всех. Кади Таннухи сказал, да смилуется над ним Аллах. Два человека покинули Медину, направляясь к Абдулле бин Амир бин Курайс, которого Усман бин Аффан назначил в Ираке. Один из них был внук Джабира бин Абдулла аль-Ансари, а другой — Сакафи. И когда они прибыли в Басру, внук Джабира сказал Сакафи: «У меня есть идея». Он спрашивает, что за идея? Спуститься, помыться, сделать омовение и помолиться Аллаху 2 раката. И поблагодарить его за то, что он довел нас до Басры. Сакафи согласился, они спустились, помолились, и после молитвы внук Джабира говорит Сакафи: «У меня есть идея». Он спрашивает, что за идея? «Я совершил такую поездку, устал, и устала моя верблюдица. И меня волнует только Абдулла ибн Амир ибн Курайс». Внук Джабира говорит ему: «Когда я молился, я подумал, я постыдился своего Господа всемогущ, Он и велик, просить пропитание помимо Него. Я сказал: о Господь, о дающий пропитание Амиру, дай же мне пропитание из Твоей милости». Затем вернулся обратно в Медину, а его друг говорит: «Что касается меня, то я не вернусь». После всего этого вернуться? Нет. И отправился к Ибн Курейзу и рассказал ему то, что должен был. И тот ему дал 4000 дирхемов и одежду. А затем он сказал: «Я слышал, что кто-то из семьи Джабира был с тобой. Так где же он?» Он сказал: «С ним случилось то-то и то-то». И он взял и пошел обратно в Медину. И Амир бин Курейз заплакал и сказал: «Он узнал, что только Аллах всемогущий, Он и великий, дает пропитание, наделяет милостью, и попросил его из его милости». Затем Ибн Амир отправил его в Медину с 8000 дирхамами и пропитаниями. Аллах! Пропитание, которое проходит с честью, прекрасно. Пропитание, которое проходит, не принизив честь, без преклонения головы и протягивания руки, имеет потрясающий вкус. Пропитание, которое приходит, откуда ты и не ждешь, в нем есть величие. Пропитание, которое приходит, откуда ты и не ожидаешь, и не стремишься к нему, обладает особенной прелестью и необыкновенной красотой. Шейх Аль-Хуэйни, да исцелит его Аллах, говорил: если зарплата служащего составляет 1000 гиней в месяц, и вдруг он приходит за зарплатой, и ему дают 1050 гиней, и он спрашивает: а откуда эти 50 гиней? Ему отвечают, что это надбавка. Его порадовали больше 1000 или эти 50 гиней? Конечно же 50, потому что они пришли, откуда он и не ожидал. О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавил нас от необходимости обращаться к запрещенному Тобой, и по милости Своей избави нас от необходимости в ком бы то ни было, кроме Тебя, и надели нас уделом, откуда мы и не ждем». Итак, я сказал, что этикой подачи, принимаемой Аллахом милостыни, является подача ее тому, кто скрывает свою нужду, который не распространяет и не жалуется на свою нужду.
В наши дни мы слышим удивительные вещи. Ко мне на телефон приходит сообщение. Человек говорит: «О, шейх, клянусь Аллахом, я в очень трудном положении. У меня к вам маленькая просьба». Я спрашиваю: что за просьба? Все это происходит со мной, и он мне говорит: я должен 500 000 гиней. Поищи мне, пожалуйста, 100 000 гиней. 100 000 гиней? Он что думает, что у нас есть 500 000 гиней? Или 100 000 гиней? О, братья, мы должны скрывать наше положение. Кто же раздает 500 000 гиней или 100 000? Нет, братья, так не делается. Мы должны скрывать свое положение. Также этикой подачи принимаемой милостыни является проявление мягкости и доброты к бедняку, когда мы даем милостыню. Можешь ли ты дать мне то-то и то-то? Если у тебя есть, то дай, а если нет, то скажи доброе слово, следи за языком и не говори непристойные вещи. Всевышний говорит: доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек. К примеру, один мне говорит: мне нужно всего лишь 1000 гиней. Хорошо, мне нужно 50 гиней. Я ему говорю: 50 гиней? Ты подобен размеру колонны мечети, о брат. Иди работай, вы мне уже надоели. Он попросил у него 1000 гиней, а он ему дает 5 гиней. Если ты не дашь, так будет лучше после всех этих упреков. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек. Итак, вкратце расскажем о примерах тайной подачи милостыни. Зейнуль Абидин, правнук нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, по ночам таскал на своей спине мешки хлеба, раздавал хлеб и говорил: воистину, тайная милостыня гасит гнев Господа. Шейба ибн Наама говорит: про Али ибн Хусейна отзывались как о скупом человеке, и когда он умер, они узнали, что он кормил 100 хозяйств в Медине. То есть по ночам он ходил и клал милостыню в доме людей, а они же ничего об этом не знали. И говорили, что он скупой. И когда же он умер, эти 100 хозяйств перестали получать деньги, муку, хлеб и так далее, и поняли, что все это давал Али ибн Хусейн. И они сказали: мы не переставали получать тайную милостыню, пока не умер Али ибн Хусейн. Амар ибн Сабит сказал: когда умер Али ибн Хусейн, мы омывали его и увидели на его спине следы синяков. То есть на плече были черные полосы, и мы сказали: что это такое? И нам ответили, что он ночью таскал мешки хлеба, муки на своей спине и раздавал беднякам Медины. Видите, что такое тайная подача милостыни, и как это прекрасно. Аллаху Акбар. Про Абдуллу ибн Мубарака упоминается, что когда он приезжал в Тарсус и в Ракку, там была гостиница, где работал юноша, который прислуживал ему. Когда имам Абдулла ибн Мубарак в очередной раз прибыл в гостиницу, он спросил о юноше. Ему ответили, что его посадили в тюрьму за 10 000 дирхемов. То есть он взял в долг деньги, затем не смог выплатить их, и его посадили за 10 000 дирхамов. Тогда он спросил, кому этот юноша должен эти деньги, и сказал хозяину: я уплачу тебе долг юноши, но только при одном условии, чтобы ты никому не говорил, что я тебе дал эти деньги. Он ему сказал: хорошо, как вы хотите, но мне главное получить свои деньги. Отдав ему деньги, Абдулла ибн Мубарак покинул город, а юноша вышел из тюрьмы. Тогда он узнал, что имам приезжал в город. Он догнал его в пути, и когда ибн Мубарак увидел его, он сказал: где ты был? Я спрашивал о тебе, где же ты был? Как будто он не знал, что с ним произошло, и никто не узнал, что тот, кто уплатил долг этого юноши, был Абдулла ибн Мубарак, пока он не умер. Автор Тахзиб аль-Хилья в первой главе на странице 367 рассказывает, что Мухаммад ибн Мункадир сказал: один человек дал мне на хранение 100 динаров. И я сказал ему: о брат, если мне они понадобятся, то я потрачу их, чтобы потом вернуть. Тот согласился. Далее он рассказал: мне они понадобились, и я потратил их. Затем через какое-то время пришел ко мне посланец от него и сказал: мой господин хочет получить свои 100 динаров. И я ему ответил: мне они понадобились, и я их потратил. И в моем доме ничего нет. И я начал просить у Аллаха: о мой Господь, не разрушай мой аманат, и уплати их от меня, о Аллах. О мой Господь, не предавай мою верность, и уплати их от меня, о Аллах. И он говорит:
Я вышел, и когда заходил, не успел приступить порог своего дома, как вдруг какой-то мужчина схватил меня за плечо, которого я не знал, дал мне мешок, в котором было 100 динаров. Мухаммад бин Аль-Мункадир сказал, и я уплатил эти деньги. И не знаю, кто это был. Никто не узнал об этом, пока не умер Ибн Мункадир, и не умер Амир ибн Абдулла, ибн Зубейр, ибн Ауам. И как мужчина рассказывает об этой истории и говорит, это я приходил с этими деньгами, и меня отправил Амир к Ибн Мункадиру. И он велел мне не говорить никому, пока я не умру. И тот сказал, я не говорил об этом никому, пока не умер Амир и не умер Ибн Мункадир. Шейх Аттайя Салим рассказывал удивительную историю, и ею мы завершим сегодняшнюю передачу. Шейх, один из ученых Египта, да смилуется над ним Аллах, говорит, одна женщина проходила по окрестностям мечети Куба, и вдруг поток воды унес ее и проводил ее в яму под землей. И она провела там 4 ночи, пока один мужчина не услышал ее голос и не вытащил оттуда. Когда она пришла домой к своей семье, они начали спрашивать о том, как она прожила 4 ночи в темном мрачном месте под землей, о том, что она ела, пила. И она сказала, воистину, та миска молока, которую я подносила старым беднякам, приходила каждый день по 3 раза, поднималась к моим устам, чтобы я попила, и я не видела рук, которые бы поднесли ее ко мне. Это и есть тайная милостыня, о рабы Аллаха. Скройте благие деяния от людей. Поистине Аллах, всемогущен и велик, сделать их явными. Ибо Аллах воздает рабу согласно его намерению. Забудьте про людей, приблизитесь к царю всех царей, своим благим делом. Если он будет доволен тобой, то и люди полюбят тебя. Не смотри на людей. Скрой свое деяние, поистине Аллах сделает его явным либо в жизни, либо после смерти. Ведь Аллах воздает рабу по его намерению. Находите ли вы сейчас эти примеры, когда милостыню дают тайно? О телезритель, милостыня, которую ты давал до какого-то предела своей жизни, и никто о ней не знал, кроме нашего Господа, если ты не говорил своей жене, своим детям, своим родителям, своим друзьям, поистине она между тобой и твоим Господом. Это и есть тайная милостыня, которой Аллах оказывает тебе милость и сделает тебя под тенью престола. Если ты являешься таким, то почаще тайно давай милостыню и восхваляй Аллаха. А если ты еще не подавал тайно, то сделай это хотя бы один раз в своей жизни. Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, говорил, мы не найдем в последней жизни ничего из наших деяний, которые были явными для людей. И каждый из нас должен скрывать благое дело, чтобы о нем не знал никто, кроме Господа миров, всемогущ Он и велик. Давать милостыню в тайне, не выставляя это на показ, так, чтобы левая рука не знала, что творит правая. О Аллах, пусть мы окажемся с такими людьми. О Аллах, причисли нас к ним. О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило нас от необходимости обращаться к запретному Тобой. И по милости Своей избави нас от необходимости в ком бы то ни было, кроме Тебя. Я люблю вас ради Аллаха. Я говорю эти слова и прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Мир вам и милость Аллаха и Его благословение. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا